Всем привет, друзья! Я снова с вами. Покажу вам улицу Кабардинская. Это совсем рядом с Первомайской, но на центр не очень похоже. Хотела вчера вечером снять, но было очень холодно и очень темно. Посмотрите, сколько новостроек. Одна за другой строятся и строятся. Смотрите, видите, вон тот купол. Практически это тот же самый центр. Перейти дорогу, там мечеть, нефтяной институт. А тут тихо и спокойно. Смотрите, еще остался частный сектор. Но, по-моему, почти все будут сносить. Некоторые участки уже выкуплены, а некоторые дома еще стоят. Я сама не знала даже, что здесь есть эти дома. Красивые, аккуратные домики. Представьте вот эту многоэтажку. Ее же, наверное, не за один день построили. Я ее впервые увидела вчера. Малко юкшу. Азан. Время молитвы. Но еще есть время. Вот тут я смотрю. Наверное, это не жилой дом, а скорее всего там какое-то училище есть. А здесь такой красивый жилой дом, просто прелесть. Никогда здесь не прогуливалась. Вчера впервые увидела конец этой улицы и вот эти новостройки. Такое красивое, спокойное место. И не скажешь, что в центре. Правда? Здесь тупиковая улица. Это я уже вчера увидела. Постоим, послушаем шум реки и шум города. Там Олимпийский, здесь Сунжа. Жить в городе и не знать 80% улиц. Это только я могу. Но теперь изучаю вместе с вами.
Видно вам что-нибудь, друзья? Увеличивать не умею. Представьте, вот это высокое здание впервые увидела вчера вечером. Какая я невнимательная. Его же не за один день построили. Но за год могли, в принципе. Кстати, сегодня 5 февраля 2025 года. Сейчас где-то 6 час вечера. Люди возвращаются с учебы, с работы. Днем тут было столько машин и сигналили. Вот эти строительные машины не могли проехать. Это ужас. А сейчас уже поспокойнее. Красивые туи, правда? Хорошо, когда все ухожено. Сейчас мы с вами пройдем к улице Илинская. Там тоже старый 4-этажный дом, как и на Кабардинской. Там у меня живет подружка. Ларис, привет тебе, медсестра наша. Пыталась сделать горизонтальную съемку, но не нравится мне. То ли я не привыкла, то ли что. Вертикальная нравится больше. Ну-ка, сейчас посмотрим, куда приведет нас эта дорога. 5 февраля наша зима вспомнила, что она все-таки зимушка-зима. Решила вступить в свои права. Но вчера был ужасный ветер. Вроде 7-8 градусов тепла показывало. Но вечером ветер просто сносил. Оказывается, тут и детская площадка есть. Я и не знала. Вот получается, эту новостройку построили позже. Вот и наша Илинская. Здесь еще живет наш родственник из Атагов, Рамзан. Заслуженный учитель. Ну и очень хороший человек, грамотный. Так, а давайте здесь еще пройдем. Синий цвет неба красивый в телефоне, а так на улице темно. Ну, вроде что-то видно. Впервые иду по этой улице вместе с вами. Тишина и покой. Если вам меня вдруг не слышно, просто смотрите, друзья. Это центр города Грозного. Только не очень известный. Тут какой красивый домик на берегу реки Сунжа. Сейчас вам покажу.
Кто не верит, что это центр, вон там видны высотки. Видите? Красиво. Я вместе с вами изучаю город Грозный. Сколько новостроек. Может, это какое-то учреждение, а не частный дом, не знаю. Ну-ка, красивая картина. Ох, какая красота, правда? Так. Впервые на экране. Смотрите, какая красота. Грозный с другого ракурса. Как эти штучки называются? Строительные катушки. Хорошо, что нету ветра, хотя довольно прохладно. Все время собираюсь днем для вас поснимать какие-нибудь улицы, центр, мечети. Это все снимают. Обычные просто улицы и старые дома хочу снять. Так. Вот это высота и мощь. Мне кажется, в советское время строили по-другому. Как-то были детские площадки, были парковки. А сейчас эти подземные паркинги делают. Вот тоже маленький старинный домик. Тут уже темно.
возвращаться. Уже ничего не вижу. Аккуратненько. Сколько тарелок триколор, но тут не видно сейчас. Тут такая высокая стройка, и даже ночью работают. Днем и ночью народ трудится. Поэтому строят не по дням, а по часам. Представьте, сколько там будет квартир. Пройдемся здесь. Мне еще интересно Сбербанковский дом. Со стороны двора я не видела никогда. А может, там вообще нету двора? А по-моему и нету. Там же дальше Сбербанк идет сразу. Да, интересно. Это все улица Кабардинская. А сейчас мы с вами выходим на улицу Первомайскую. Двора я здесь не вижу в банковском доме. Первый визовый центр. А теперь, если кто-нибудь узнает, знаменитая шайба. Это ансамбль танца «Война» с другой стороны. А вот двор небольшой Сбербанковского дома. Двор, соответственно, закрытый. Небольшая площадка есть. Видите? Только для своих. Если вам интересно, друзья, такой формат прогулки по городу Грозному, буду почаще снимать. Пишите в комментариях. Вот такой разный бывает центр. Народ спешит домой после трудового дня. Вот она, улица Первомайская.
Узнаете? Осталось несколько минут и чуть-чуть зарядки. Вот они, наши высотки. И совсем не Грозный, город Грозный. Со всех ракурсов. Ансамбль танца. Тут сейчас не видно. Тут тоже лезгинку танцуют. И знаменитые высотки. А перейти дорогу — Нефтяной институт, дальше мечеть, дальше Грозный молл. Красиво, правда? Вот такая неожиданная у нас прогулка с вами. Фактически по центру города, только с другой стороны. Уже пора возвращаться. А докуда мы с вами дошли? Какие есть версии? Дошли мы с вами до пенсионного фонда. Видно вам? Друзья, в общем, желаю вам всем хорошего вечера, отличного настроения. Выходите на прогулку, дышите свежим воздухом. Естественно, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь со своими друзьями. Если будет много подписчиков, будут интересные съемки. Видите, как красиво. К сожалению, нет монетизации, нет рекламы, нет никакого дохода. Но все-таки снимаю для души и для вас. Общаюсь с хорошими людьми. Еще раз напоминаю, сегодня 5 февраля 2025 года. Почти что конец зимы, а зима решила вступить в свои права.